Всем привет, друзья! Дядя Мастера. Поздравляю всех с наступившей весной и с месяцем Рамадан. Сегодня воскресенье, второй день поста, и я решила поехать в гости к одной очень хорошей женщине. Это моя подруга, она, конечно, постарше меня, но очень хороший врач, замечательный человек, очень добрая душа. Вот что я для нее взяла. Небольшой подарочек. Вот такая вазочка для цветов, красивая. Это чуть поменьше, но тоже очень красивая, более современная. Это для Тамары, это для ее внучки. Тут разные полотенчики. Здесь я нашла гольфики. Все, что дома нашла, все и положила, хотя она будет ругаться. Здесь у меня была вот такая косметичка, как бы дорожная. У меня их было несколько, но я все раздарила. И еще покажу вам один подарок. Вот этот подарочек, я надеюсь, что ей подойдет. Это домашний велюровый халат. Написано 58, но он чуть маломерит. Тамара у нас стройная женщина. Если что, длину можно будет отрезать. И все. Ну ничего, не будем праздновать. Просто, может быть, прогуляемся, может, вечером чай попьем. Вечером мне все равно надо будет ехать домой, чтобы мои не переживали. Это просто внимание. Главное мне, чтобы халат подошел. Если не подойдет, что-нибудь другое куплю и подарю. А это просто мелочи жизни. Если бы я выходила в этот холод, я, конечно, накупила бы подарков. А так, я уже больше 2 недель сижу дома. В общем, если я выйду вместе с ней на прогулку, если у нее будет желание выйти, я поснимаю для вас город Грозный. А сейчас, как потеплеет, буду выходить почаще и снимать для вас побольше. Да, мукла. Желаю всем хорошего дня, отличного настроения. У Тамары и сегодня много дел, у нее один воскресенье выходной. И ей то на Беркут надо, то туда, то сюда. Я говорю, я тебя прошу, я тебя умоляю, просто отдохни сегодня. Ты сегодня именинница, ты заслужила. Просто отдохни, встречай гостей, кто придет, выйди на прогулку, но никуда по делам не ходи. Ухарду цаха, да, а я доеду. Сейчас быстренько соберусь. Вот это, наверное, я заверну в халат, чтобы нигде ничего не разбить. Потому что в коробках мне не очень нравятся эти вазы. И надеюсь, нигде не подскользнусь и доеду.